Продолжаем первый урок курса «Казахский язык» с Ауле Муратовной. В этом небольшом видео я вас познакомлю с законом сингармонизма. Закон сингармонизма, закон гармонии звуков, есть во многих языках мира. Не во всех, но во многих. Но интересный факт, что в каждом языке этот закон работает по-своему. Здесь мы познакомимся с казахской интерпретацией закона сингармонизма. Итак, закон гармонии звуков говорит о том, что в казахском языке гласные звуки главные, гласные звуки активные. Погоду в слове, погоду в языке делают гласные звуки. Согласные, они пассивные в казахском. Что гласные сказали, согласные с удовольствием сразу соглашаются. Погоду в слове делают гласные звуки. Итак, гласные звуки делятся на две группы, на твердые и на мягкие. Твердые А, О, Омин О и мягкие В, Е, Умин Э. Хочу вас сразу успокоить, что с фонетикой, с постановкой звуков, с чтением, в целом с фонетикой мы познакомимся чуть позже. Сегодня нам нужно с этими звуками познакомиться визуально. Пока визуально, хорошо? Поэтому если звук у вас не получается, оставьте эту историю пока на потом, хорошо? Пока нам нужно в целом визуально познакомиться. Итак, о чем говорит закон сингармонизма? Если слово твердое, то есть в составе слова вот эти гласные, то все, что присоединяется, это суффиксы или окончания, также в составе своем будут иметь гласные звуки. Допустим, смотрите, слово бала. Бала твердое слово, потому что в составе данного слова эти гласные, то все, что присоединяется, допустим, окончание множественного числа, чуть позже будем знакомиться с ними, также будут в составе своем иметь эти гласные. Допустим, слово куше мягкое, потому что вот, смотрите, мягкое. Почему? Потому что вот эти гласные. И значит, все, что присоединяется, в данном случае это окончание множественного числа, также будет в составе своем иметь гласные звуки. То есть, если слово, оно будет либо таким набором гласных, либо таким набором гласных. Исконно казахские слова бывают только или твердые, эти гласные в составе, или мягкие, эти гласные в составе. Нужно такую вещь сказать, что любой язык полон заимствованных слов. В казахском языке соотношение исконно казахских и заимствованных слов примерно 50 на 50. Так вот, что делать, если слово заимствованное? Допустим, возьмем слово номер. Допустим, слово номер. С точки зрения казахского языка оно запутанное, потому что первый слог твердый, а второй мягкий. На самом деле логика очень проста. Мы с вами будем ориентироваться на последний слог, потому что окончание к последнему же слогу присоединяется. Поэтому нам с вами нужен именно последний слог. Независимо это слово исконно казахское или заимствованное, по сути разницы нет. Так вот, в данном случае, если слово здесь будет последний слог мягкий, значит то, что присоединяется, будет мягким. В данном случае окончание множественного числа будет номерлер. Вот, на данный момент часть закона, а этот закон всего состоит из двух частей, нам вот с этим важно разобраться. Твердые слова, все, что присоединяется, будет твердым. Мягкие слова, все, что присоединяется, будет мягким. Что еще нужно про закон сингармонизма сказать? Допустим, многие из вас не с нуля, и поэтому знают, что есть, допустим, звуки в казахском языке, есть звук «а» и звук «г». Эти звуки встречаются только в твердых словах, а звуки, допустим, «к» и «г» встречаются только в мягких словах. Почему? Потому что все уходит в природу образования звука. Давайте вот прям два слова фонетики. Сейчас, секунду. Ой, оплелась. Два слова фонетики. Дело в том, что почему «к», используется только в словах, где твердые гласные, потому что зона образования данных звуков, она близка. А звуки «к», зона образования звуков «к», «г» очень близка к зоне образования мягких гласных. И нам физически легче собрать вот так. Физически легче. Вот так. Давайте вот такую вещь скажу, что давайте вот ради эксперимента попробуем
взять, допустим, вот звук К, давайте здесь возьму, да, К, и из мягких Е. Сразу скажу, что твердыми и мягкими в казахском языке являются только гласные. Звук К и Г, звуки К и Г являются согласными. Допустим, К является глухим, а Г является твердым. Некорректно будет называть К твердым. Он не твердый. Согласные не бывают твердыми. Это просто такой звук. Он согласный глухой. Так вот, возьмем согласный глухой К и возьмем мягкий гласный. Давайте попробуем такое сочетание сделать К и Е. Давайте вот сюда, да? Вот так напишу. К и Е. И я вам предлагаю попробовать сказать эти два звука вместе. Попробуйте. К и Е. Пробуем. Улыбаемся и пробуем. Что-то получается, что-то типа К. Что-то такое, да? А заметьте, когда вы говорите К, вы говорите К и как будто бы оборотное говорите, как, допустим, экскаватор. Почему вот это сочетание, его в природе нет? Почему вам тяжело? Потому что так невозможно физически сказать. Такого сочетания не бывает. Дело в том, что, немножко опять фонетики, звук К, зона образования звука К у основания языка, а звук Е, зона образования это примерно кончики языка. То есть, когда мы хотим с вами соединить в один слог звук, который образуется здесь, и звук, который здесь образуется, мы, по сути, как будто бы хотим сделать движение такое вот так, дернуть языком. Для нас физически это невозможно. Мы можем язык либо приподнять, либо опустить. Мы можем согнуть язык, не знаю, там, скрутить язык, но вот так мышцу мы не можем дернуть. Поэтому такого сочетания К и Е в природе не существует. Соответственно, вот так, только вот такие, вот так может быть в языке, либо вот так. Детальней, полнее и подробнее мы с вами о фонетике будем говорить в других видео. А сегодня нужно просто пока нужно запомнить следующее, что в казахском языке бывают либо слова твердые, то есть набором этих звуков, или мягкие и мягкие набором этих звуков. Ориентироваться мы с вами будем всегда на последний слог, потому что половина слов в казахском языке это слова заимствованные. Про закон сингармонизма пока достаточно.